Всем привет, друзья! В эфире 458 выпуск телепрограммы «Пропеллер». Всем привет! Ну, о чем поговорим сегодня? Первый сюжет об игре, которая называется «Мозгобойня». Я на ней был, но я присутствовал в роли играющего персонажа. Я представлял команду Северного стендап-клуба. Вот мы заняли 5-е место там. В принципе, если собирается команда, то по-любому кто-то что-то знает, кто-то где-то когда-то что-то слышал, у кого-то наоборот фантазия, да, работает, и просто можно пальцем в небо угадать. Ну и даже если ты просто присутствуешь во время игры, то ты сам много чего нового узнаешь. Возможно, даже это когда-нибудь в жизни тебе пригодится. То есть много же разных интеллектуальных игр. Там есть мозгобойня, есть квиз. Что, где, когда. Что, где, когда. Кроссворд, ну это же тоже как бы игра, да? Раньше была популярна, вот, но она быстро тоже прогорела, эта игра «Борьба умов». Играли же, когда вызываешь друга. Да. Типа, я умнее тебя. Там, А потом ждешь, когда он потом тебе ждешь, ответит. когда он ответит. А он да. пошел там куда-нибудь в магазин, например, за хлебушком, а ты сидишь и ждешь. Меня это бесило. Мне кажется, она прогорела, потому что там вот нельзя было ставить деньги. Это ведь уже переходит грань и становится азартными играми. Если у тебя закончатся деньги, ты поставишь почку или кота. Нет, Почку. Или кота. Закидываешь почку. Или кота. Да. Кота. Ну, я не знаю, пример. Кстати, что мне понравилось в «Мозгобойне», вот мы пошли туда с Северным стендап-клубом, мы друг с другом не очень хорошо знакомы. Например, там есть девочка Даша, я не знаю, вот чем она занималась там в прошлой жизни, что у нее происходит. И очень понравилось, что игра, вот эта вот «Мозгобойня», она очень командная. Больше друг от друга узнавали. И чем же занималась Даша в прошлой жизни? Она, короче, игра же была «Борьба умов», она кошек ставила. Первое в Якутске «Мозгобойня». Это новое развлечение, которое было придумано в Минске. Сейчас эта франшиза распространяется по всем городам России. В «Мозгобойню» играет 4 страны. Это Финляндия, Германия, Белоруссия, Россия. Более 54 городов. На Дальнем Востоке вообще нету «Мозгобойни», поэтому будем первыми. Какие основные правила? Основные правила – не гуглить. Нужно ли быть суперинтеллектуалом, чтобы приходить на такие игры? Кругозор здесь определенно нужен, это точно. Думаю, тут 30-70 больше к логике. Нужно просто общий этот кругозор иметь расширенный. Вот прям мозги заработали, прям было очень сложно в каких-то вопросах. Ну, лично я, наверное, растерялся, да и моя команда как-то очень так. Себя оно показало, классно, мне понравилось. Ну, вопросы есть сложные, есть простые, есть смешные. Есть вопросы, которые действительно требуют каких-то академических знаний, а есть вопросы, которые просто на смекалку. Я догадался, ответил, все, молодец. Сейчас мы в команде Северного стендап-клуба и уже отвечаем на вопросы. Это весело, увидите, тут вообще зал переполнен. Думаешь, популярна будет игра? Да, это 100%, это в Якутске этот проект открылся, и мне кажется, это будет прям бум. Для нас это довольно-таки приятный опыт оказался. Непринужденная атмосфера, интересные ведущие достаточно. Игра двигается быстро. Самое благоприятное впечатление. А как часто будет проводиться игра? Игра у нас проводится раз в 2 недели. Обо всем можно узнать у нас в группе ВКонтакте «Мозгобойня», _, ЕКТ. Участникам я бы пожелал больше знать, то есть расширять свой кругозор. Все-таки «Мозгобойня» — это игра не на то, чтобы кто умнее, а у кого кругозор шире. Там увидели какую-то новость, здесь что-то, чтобы в голове что-то оставалось. А в следующем сюжете мы узнаем о разработке мобильных игр. Была, наверное, у каждого такая мечта придумать, разработать свою мобильную игру. Кстати, помните, игра была, которую потом удалили, Flappy Birds, где эта птичка летала? И парень же тоже, да, буквально там на коленке смастерил эту игру. Она была до банальности простая. Внезапно обрушившаяся на него слава
Слава, не ты, Слава. Все испортило, да? То есть парню даже угрожать начали за то, что он создал слишком сложную игру. Но это доказывает и тот факт, что главное в мобильной игре не то, чтобы она была какая-то сложной, с определенным сюжетом, просто чтобы она была интересная и изобретательная. Но вот здесь я не соглашусь. Мне кажется, все-таки игрушка должна быть простая и в то же время сложная. То есть по управлению минимальная сложность, а вот по прохождению максимальная. Если ты хочешь играть во что-то очень сложное, чтобы прокачать какой-то свой опыт, то ты можешь сесть за компьютер или за приставку, а мобильные игры, они просто для того, чтобы убить время, как-то поразвлекать себя. Ну, я бы не сказал. Сейчас вот с развитием смартфонов, когда там и начинка у них усовершенствуется, игры, но они не отличаются нисколько вот от компьютерных. Но они некоторые даже портируются, да? GTA San Andreas, она сейчас есть в телефоне, вот спокойно в нее играешь. Я играю в UFC. Есть же огромное количество стратегий тоже. Притом в них играют взрослые в основном. Взрослые Ты играют, смотришь, да. женщина едет в автобусе, там, телефон достает, и там, мне там древесина пополнилась. Есть даже вот игрушка, когда у тебя интернет пропадает, ты там динозавриком бегаешь. Это же залипалка. Я сначала думал, чушь и бред, у нас интернет на работе пропал. Кликнул пробел и начал прыгать. И ты все время проигрываешь, и такой, ну вот сейчас я больше наделаю. Это заставляет тебя надолго залипнуть. Еще очень плохо в этой игре, когда ты побиваешь рекорд, думаешь, все, я сейчас победил. Резко дают интернет и запускается стартовая страница. Наверное, каждый из нас играл в компьютерные игры, но не каждый задумывался, насколько сложно их создавать. Об этом мы узнаем у нашего героя. Первый вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Нет такого вопроса. Мне просто самому интересно, на самом деле. Мастер-класс сам предназначен для тех людей, которые хотят делать игры, но не умеют. Цели мастер-класса какие-то? Чтобы больше народу делали игры. Ну, у вас два больших проекта, да? Который из них твой любимый? Ну, Seeker Snoops. Какова конкуренция вообще? Мы делаем игру и сразу начинаем конкурировать с такими большими компаниями, как Rovio, там, которые Angry Birds делают. Либо там King, который Candy Crush Saga делает. Если выпускаешь игру, это уже выходит на мировой уровень, и надо сразу делать на мировом уровне. На какие этапы делится разработка новой игры? Сначала придумывают концепцию игры, весь процесс игры записывается в документ, затем рисуются арты, то есть художник рисует арты, и параллельно начинают делать программисты, внедрять вот эти арты, и потом уже выпуск игры. Один человек сможет сделать полноценную, красивую, хорошую игру? Или это не в его силах? Очень много проектов есть, которые создались одним человеком. Тот же Flappy Bird, допустим, да? Это делал один человек. Что делает геймдизайнер вообще? Он просто придумывает правила для игры. То есть геймдизайнер непосредственно связан с сценаристом? Ну, начали делиться геймдизайнер и сценарист. Потому что сценарист, он сценарий игры пишет, а геймдизайнер фишки игры придумывает. Раньше все это было в одном. И продюсеры, и менеджеры, и геймдизайнеры, и все подряд за один человек. Думаешь, какие перспективы вообще IT-специалистов? IT-индустрия, она очень бурно развивается. Вообще у каждого есть смартфон, там нужны предложения кому-то, чтобы сделать дома, кому-то делать игры, чтобы развлекать людей. Плюс IT-специалистов в том, что он может работать откуда угодно. То есть мы из Якутска уже на мировом уровне конкурируем со всеми. Ну а третий наш сюжет посвящен фотосессии, а именно позированию. Алексей, ты же у нас любишь фотографироваться. Изучал ли ты это специально? Ну, когда к тебе подходит большая куча людей, и все хотят с тобой сфотографироваться, ты не особо думаешь, как тебе встать. Просто самое главное, чтобы человек хорошо вышел. В смысле, ты настолько в себе уверен, что ли? Существует же очень хорошее позирование, да, и максимально отвратительное. Я знаю множество отвратительных позирований. Это, например, женщины на отдыхе. Это когда, типа, сфоткай, типа, я луну держу. Да, солнце ем, да. Но это же не позирование, это просто знаки типа мир или там что-то такое. Почему? А разве это не поза, что ли? Нет. А что это?
А что такое поза? Что такое поза? Это там типа вот такое вот что-нибудь. Есть люди, у которых есть одна коронная поза, и она везде. То есть у девушки какой-то Инстаграм открываешь, и вот это там, или вот эта прилипшая рука, и она везде. Это ведь следствие того, что правильная поза, она действительно может исправить какие-то изъяны во внешности. Да. По крайней мере, она точно даст человеку шанс выглядеть лучше. Ну да, если у тебя глаз один косит, тебя боком поворачивают. Да, там. Или если его нет, Да, тоже я можно. всегда так делаю. Вот у меня, допустим, немного глаз косить нет, конечно. У меня искривленный нос, сломанный звучит грубо. Искривленный, типа, какая-то загадка. Я люблю поворачиваться вот так, потому что так не видно. Я когда-то прочитал, лучше фотографироваться левой половиной. И еще я так фотографируюсь, потому что у меня борода растет неровно. Кстати, есть такое, да. У меня слева борода растет хуже, а вот с правой лучше. Удобно, когда приходишь в магазин, девушка, можно шампанское. А вам сколько лет? 24. Есть у каждого человека свой рабочий профиль. Как-то он у тебя появляется в жизни и навсегда с тобой остается. Ну, я бы не сказал, что навсегда. Лицо-то могут и подкривить, да? Вряд ли я скажу: батя, давай я тебя сфоткаю. Он как-то вот типа: ты знаешь, Слава, так я фотографируюсь с 17 лет. Когда-то я отработал это. Когда-то И теперь я передам это знание тебе. Правильное позирование – один из основных факторов удачной фотосессии. Сегодня будем подчеркивать достоинства и скрывать недостатки на фотосессии у Алекса Росса. Часто ли ты встречаешься с людьми, которые совершенно не получаются в кадре? Ну, бывают такие люди, которые не умеют позировать, не знают, как правильно ставить. Приходится помогать. Зачастую я показываю сразу на компьютере зарисовки, либо на планшете, чтобы визуально модель понимала, что я от нее требую, как я хочу. Сегодня у нас проходила съемка на фитнес-тематику. Фотографируем спортивных девушек. Какие-то особенности есть при съемке спортивной фотосессии? Здесь очень тонко, хорошо, грамотно подойти к позе, показать лучшие стороны модели, показать ее рельеф. Честно сказать, я спортом занимаюсь не так часто, как хотелось бы, но все-таки попробую что-нибудь изобразить. Гантель тебе килограмма 3. Когда долго фотографируешься, устаешь, да? Можешь опустить глаза вниз и плавненько поднять на меня. Дальнее плечо, чтобы у нас не терялось, немножко его сюда. Оп. Давай, улыбочка. И давай к нему упади здесь. Живот тянуло. Оп. Можешь сесть прямо, ножки вместе поставить. Ручку расслабь. Глаза вниз опусти. На сегодня у нас все. Позже мы встретимся и я покажу вам обработку фотографий. Ну что, первый этап у нас позади. Теперь начинается самый интересный процесс. Будем отсматривать и обрабатывать фотографии. В среднем за час фотосессии выходит примерно 150-300 кадров. Ну, более удачный кадр. Хороший ракурс, никаких лишних объектов не находится. А с чего ты вообще начинаешь обработку фотографий? Первым делом начинаем проработку кожи, прорисовка света, задаем объемы, прорисовываем цветотень, убираем мелкие дефекты по коже и также подчищаем фон от всякой маленькой там грязи и всего прочего. Цветкором она более такая сочная, живая картинка. Самое сложное это опять же проработка кожи и пластика, то есть коррекция фигуры, где-то сделать ноги потоньше, чуть их удлинить, животик подтянуть, прическу, создать объемы. О боже. О боже, видишь, сколько людей. Вот это мне нравится. Здесь можно было бы чуть-чуть ручку подальше отвести. Чтобы был просвет, да? Просвет был, да. Опять же поправить маечку и втянуть животик. Это кошмар. Серьезное собранное лицо. О, смотри, а тут даже и мышцы видно. Спортивная поза, но сильно скованное лицо. Придадим этой фотографии чуть-чуть объема, выберем какой-нибудь уже заготовленный фильтр, ну, более такой фильтр, сейчас мы его подкорректируем, чуть меньше делаем контраст. Совет номер 1 – смотреть обучающие видеоуроки на YouTube. Совет номер 2 – попрактиковаться напротив зеркала, ходить почаще на фотосессии, работать с фотографами. Ну что, спасибо тебе большое, Алекс, за советы, за фотосессию. Я надеюсь, что мы еще увидимся в наших будущих эфирах. Вам спасибо. Друзья, а вы смотрели 458 выпуск нашей телепрограммы.
Подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграме, ВКонтакте и Ютубе. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы все обязательно прочтем и учтем. Всем пока. Пока!